Добрый день, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусь. Сёння беларускі свабодны тэатр атрымаў прэстыжную праваабарончую прэмію імя Магніцкага ў намінацыі «Мужнасць пад агнём». Раней прэмію імя Магніцкага атрымалі Барыс Нямцоў пасмяротна, рэжысэр Олег Сянцоў, палітык Аляксей Навальны ды іншыя. Сузаснавальнік і кіраўнік беларускага свабоднага тэатру, грамадскі дзеяч Мікалай Халезін на відэасувязі з Лёндану. Добрый день, Мікалай. Добрый день. Віншую з узнагародай. Спасибо большое. Я хочу нагадаць, што 16 лістапада 9-го года ў расійскай турме загінуў юрыст Сергей Магніцкі. І вось цяпер, праз 11 гадоў, у Беларусі яшчэ не пахаваны загінулы Роман Бандарэнка з плошчы Пераменаў, а сотні беларусаў знаходзяцца за кратамі пасля брутальнага разгону маршу адважных у нядзелю. Я так разумею, што гэтая прэмія для свабоднага тэатру не столькі радасная навіна, колькі міжнароднае прызнанне сур'ёзнасці сітуацыі ў Беларусі і гучная падтрымка тых, хто змагаецца за перамены ў Беларусі. Мікалай, якое напаўненне гэтай узнагароды для беларускага свабоднага тэатру ў гэты трывожны драматычны час? Мы посвятили ее не только тем, кто погиб сейчас, но и им, безусловно, а еще и тем людям, которые шли по этому пути и раньше. Я говорю о Викторе Гончаре, Анатолии Красовском, Диме Завадском, Геннадии Карпенко, Паше Шеремете, Юрий Захаренко. И, конечно, тех, кто погиб сейчас, ребята, которые как бы подхватили вот этот как бы флаг, который пытаются донести до победы. И в том числе и Роман Бондаренко, конечно, который так сдетонировал и так зарядил всех. І все это так перакликается з асобай Магніцкага, закатаванага ў турме человека, так? Да, абсолютно. И мы много общаемся с Биллом Браудером, который учредитель этой награды. И вот это настолько трогательно, что они вспоминают Сергея, как будто он до сих пор жив. То есть он все время присутствует в их делах, в их каких-то попытках с помощью его имени поддержать других. И, да, все-таки это какая-то вот наша история вот этого треугольника геополитического, да, Украина, Россия, Беларусь, где все так переплетено, где режиссер может оказаться в тюрьме, где адвоката могут просто убить в отделении милиции. И хочется выйти из этого круга, и я так верю, что это поможет нам всем. А хто з творчай групы беларускага свабоднага тэатру цяпер не можа даведацца да прэмію? Колькі ўвогуле за все гэтыя гады трапілі пад рэпрэсіі актораў, всіх людзей, якія ў беларускім свабодным тэатры працуюць? Да, у нас почти все прошли через избиение, увольнение, тюрьмы, аресты. И, к счастью, вот в данный момент сегодня, но это могу говорить только про сегодня все на свободе. Но последнее вот вышло сейчас Даша Андрианова, и присудили штраф и Юрию Дивакову, но до этого сидели и Надя Бродская, и Света Сугака, и Сережа Кваченок. В общем, это какой-то бесконечный список репрессий, которые стали, к сожалению, для Беларуси в нынешнем году нормой. Я хотела запытаць цябе пра акт Магніцкага для Беларусі. Вядома, што вот у верасні твоя жонка Наталья Каліда, яна адна з каардынатарак альянсу беларускіх дыяспор Глобал Беларусь, абмяркоўвала якраз з Биллом Браудером сумесныя скаардынаваныя дзеянні па прасоўванні акту Магніцкага для Беларусі. Чым яго сутнасць і на какой стадыі гэта все знаходзіцца? Это то, что было сейчас, это принимается. Мы предлагали назвать это акт Беларусь-Магнитский, но пока это тяжело сделать, потому что каждая страна принимает его у себя самостоятельно. Нам, и то, что мы работаем по координации с Биллом Браудером, это задача принять акт Магнитского для ЕС. Тогда те люди, которые подвергаются других репрессиям и нарушают права человека, смогут оказываться под давлением этого акта, где бы они ни были. Сейчас в
в среду будет принят акт о демократии для Беларуси в США. По сути, это тот же акт Магнитского, в котором американцы сами прописывают те нормы, по которым они хотели бы видеть Беларусь демократической, и методы давления, в том числе экономические, в том числе секторальные. И на каждой из этих мер есть свой коридор времени, который не имеет права, например, на расследование по всем финансам семьи Лукашенко отводится 90 дней, и в течение 90 дней ФБР должно предоставить полный отчет по этой теме. Мы им слегка облегчили эту задачу, потому что мы уже отправили туда большой доклад на тему финансов семьи, и они его приняли к рассмотрению. Я хочу удакладніць одну рэч, ну, акт аб дэмакратыі ЗША, ён як бы прыняты і працягваецца кожны раз з пэўнымі дапаўненнямі і зменамі, так? Так это чарговае. Так? С 2004 года, и он дополняется, и тут огромная благодарность Крису Смиту, который все эти годы занимался этим. Человек посвятил 4 своих срока, будучи конгрессменом, работе с белорусской проблематикой. Также сейчас идет разговор о том, чтобы принимались национальные акты Магнитского по собственным санкциям. И вот послезавтра будет заседание в Европарламенте, на котором выступят представители разных стран. Тоже это пройдет под эгидой акта Магнитского и Билла Браудера. Там от Беларуси выступит Наталья Каледа, там будут представители от России Карамурза, в том числе от Гонконга и так далее. Все проблематичные страны, где сейчас происходят какие-то сложные вещи с правами человека. И это будет большая широкая дискуссия, в которой, мне кажется, прозвучат очень важные вещи, в том числе и для Беларуси. Миколай, а что ты думаешь про экономичные санкции? У неделю в эфире «Настоящего времени» Ирина Халип, была палізняволеная, говорила про то, что коли теперь никто не будет купляць нафтопродукты ў Беларусі, калійныя ўгнаенні, чым жыве Беларусь, прадаючы товары ў іншыя краіны, то гэта будзе вельмі моцны удар по аўтарытарнаму рэжыму, і што людзям ужо настолькі дрэнна, што яшчэ горш гэтым не зробяць, але найхутчэй просто гэта скончыцца. Як ты ацэньваеш гатовасць заходніх краінаў прымаць эканамічныя санкцыі супраць Беларусі і іх эффектыўнасць? С конца начну. Я, безусловно, считаю, что это самый эффективный механизм давления, потому что как только режим не получит свои деньги, посыпется вся структура силовиков. Это совершенно объективная вещь. Так же, как в 2011 году, когда нам удалось ввести точечные экономические санкции со стороны США и солидаризировалась с США и ЕС, сразу после этого Лукашенко начал отпускать политзаключенных. Сейчас цена вопроса выросла, мы говорим уже о его уходе, и поэтому он так сильно упирается. Но санкции будут приниматься. Мы начали говорить об этом еще в июне с ведущими странами и с ЕС. Но тогда они не были готовы. Они ссылались то на ковид, то на августовские отпуска. Потом начали говорить, что давайте сначала примем персональное. Были приняты резолюции во всех странах, которые не признали Лукашенко легитимным. И после этого мы должны были перейти к экономическим санкциям. Мы дали всю информацию по кошелькам во все структуры. По кошелькам я имею в виду это бизнесмены, которые являются такими финансовыми донорами семьи Лукашенко. А кто могли бы мы оглушить? Я не могу назвать это пока, потому что этот доклад засекречен, и пока не будет проголосован, они не объявят, и мы даже не имеем права его пересылать, он передается только в бумажном виде.
И то же самое мы говорили по секторальным санкциям. Я думаю, что мы дойдем до этой фазы. Просто, к сожалению, мы теряем время. Мы пытаемся убеждать всех партнеров, что каждый день пропущенный – это еще одна смерть в Беларуси. Поэтому я думаю, что сейчас уже когда стало всем очевидно, и когда уже даже там господин Боррель перешел уже к самой жесткой риторике, я надеюсь, что у нас появились перспективы гораздо быстрее ускорить эту динамику, потому что, к сожалению, она на сегодняшний день пока медленная. Поэтому я даже, честно скажу, я не знаю, кто против экономических санкций. Да, есть какие-то люди, которые говорят, там, нет, это ударит там по людям, но по людям ударяет сейчас гораздо хуже дубинки и ударяют сроки тюремного заключения. Ну і людзі, выйшаўшы з турмы, яны губляюць працу, як сёння быў звольнены Андрей Вітушка, знакаміты доктар. І я ведаю, эта тэндэнцыя даволі распаўсюджаная, калі ці само кіраўніцтва, ці пад пэўным ціскам кіраўніцтва звальняе людзей, якія аказаліся пад адміністрацыйным ці іншым арыштам. Мікалай, а як ты расцэньваеш такі захад, які не прыняты, але абмяркоўваецца яго прыняцце, як адключэнне банкаў, якія заблакавалі рахункі, на якія ішла дапамога пацярпелым ад рэпрэсій, каб адключыць банкі ад міжнароднай міжбанкаўскай сістэмы SWIFT. Наколькі гэта рэальна, якая міжнародная практыка такіх уздзеянняў, які гэта можа мець эффект? Мы вышли с этой инициативой, поскольку именно потому, что банковская система стала работать как карательная. А если она работает как карательная, она должна и получить достойный на это ответ. Поэтому мы вернулись к той старой идее, которую озвучили в 2011 году о системе отключения системы SWIFT. И тогда это было воспринято абсолютно в штыки. Нам сказали, что нет прецедента, все, но сейчас уже прецедент был, когда отключали банковскую систему Ирана. И она испытала невероятные проблемы. Мы тоже забросили во все международные структуры это предложение. И очень надеемся на то, что сейчас диаспоры, мы ведем эту работу и будем сейчас проговаривать это с каждой страной в отдельности, чтобы та белорусская общественность и те, кто поддерживает протест в Беларуси, чтобы эти люди начали общественное давление на структуры и на свои правительства, и на международные структуры с требованием введения санкций. И санкций жестких. Потому что если не остановить это сейчас, это уйдет в такой самый настоящий геноцид. А что ты думаешь про новыя фарматы, новыя формы мірнага супраціву ўнутры краіны? Многія цяпер гавораць, што маршы нядзельныя ў той форме, якой яны былі, цяпер пераўтвараюцца проста такую свядомыя ахвяры людзей, якія безаружныя выходзяць, і проста трапляюць ці ў турмы, ці пад збіццё, ці пад рэпрэсіі. Якія, гэта цяпер абмяркоўваюць і думаюць все, якія новыя фарматы, улічваючы гэты неверагодны тэрор проста, які адбываецца, можна цяпер прадумаць, абмеркаваць, выкарыстаць? Я бы усиливал давление с точки зрения экономики. Каждый может на работе переходить к итальянской забастовке, да, к саботажу, по сути. То есть, когда ты делаешь все по инструкции, на самом деле ничего никуда не движется. Потому что на сегодняшний день вся проблема в том, что Лукашенко просто отбирает у людей деньги и передает их, по сути, силовикам. Точно так же, как когда мы провели все расследования, и это было очень много людей, кто был задействован в этой работе, и отработали здорово, выяснилось, как работают все финансовые схемы до единой Лукашенко. Это касается и табачной промышленности, и фармакологии, и транзита, и нефти, и газа, и добычи золота. То есть по всем линиям проведено расследование, и везде выяснилась одна и та же закономерность. Человек создает ситуацию такой, что государственные деньги, которые принадлежат народу, переходят в его личный карман. И это происходит во всех сферах до единой. Поэтому бить нужно по экономике. А как бить? Нужно придумывать самые разные модели. То есть
я не уверен, что мы должны подталкивать людей выходить и выходить на улицу, потому что бесконечно просто под, ну, уже теперь уже почти под расстрелы, да. И очевидно, что руководство силовых структур это люди, которые потеряли уже контроль над ситуацией, то есть они не их работа держится, вообще деятельность держится только на своем страхе, что они сами окажутся в тюрьме или сами попадут под те жернова, которые сами создавали. И, к сожалению, отчасти они управляют уже Лукашенко, то есть потому что он не может сдать их, они не хотят сдать его, и вот эта круговая порука, получается модель, при которой они забирают все деньги у страны и существуют за этот счет, при этом убивая людей. Ну, то есть все это абсолютная аномалия, и это единственная страна в Европе, где сейчас это происходит. Як ты мяркуеш у 21 стагоддзі, як доўга меншасць вельмі моцна ўзброеная можа праз гвалт кіраваць большасцю, мірнай большасцю? Это зависит от инерции международных структур, к сожалению. К сожалению. То есть, потому что внешнее давление архиважно. То есть есть внутреннее давление народа на режим, а есть внешнее давление. Если они не синхронны, то идет перекос в ту или иную сторону. То есть получается, что сидит чиновник в Европе и смотрит сквозь пальцы на то, как взрываются гранаты и как стреляют в людей. Такой ситуации быть не может. Но все это требует времени. Вот требует времени там координация, переструктурирование, давление. Все это, к сожалению, требует большого времени. И поэтому мы не можем получить быструю динамику в этой ситуации. Благо, что сейчас уже мы подходим к моменту, когда говорить можно уже о любых мерах давления на режим. Миколай, як рэжысэр, як драматург ты глядзіш на такую, на мой погляд, зусім невыпадковую сувязь. Спачатку два діджеі включаюць песню Цоя, потым яны становяцца сімвалам, іх выявы з'яўляюцца на трансфарматарнай будцы, з'яўляецца плошча пераменаў, на гэтай плошчы пераменаў гіне Роман Бондаренко. Далей мы бачым, фактычна, як у часы Другой сусветнай вайны разгон людзей і як бы калі людзей хаваюць у кватэрах, як калісьці людзі хавалі габрэяў, і все гэта як драматургу, як табе бачыцца, яно само з'явілася, але гэта настолькі сімвалічна і прыгожы ланцуг такі, які ідзе, і ствараецца як бы свая нейкая тэрыторыя свабоды, якая становіцца і тэрыторыяй гвалту. Когда-то Пиночет попытался силой заставить людей прийти к светлому будущему. Это не получилось. То есть, да, были достижения определенные в экономике, но Пиночет мыслил немножко другими категориями. Он не мыслил категориями Лукашенко. Да? Это была хунта, но это была хунта, которая попыталась экономику возродить. То же самое делал Гитлер. То есть все ему были благодарны, когда шло там дорожное строительство, когда поднималась экономика, рос как бы ВВП, все было вроде хорошо. Но это все равно был путь в никуда. Потому что на насилии держаться не может ничего. То есть у Лукашенко же еще ко всему этому нет никаких экономических взглядов. Он не говорит вообще о стране. То есть и получается, что мы получили степень репрессий, ту же самую, которая была от оккупантов во время Второй мировой войны, но при этом без малейшего предложения народу как-то улучшить свою жизнь. Без малейшего. То есть сейчас у нас есть спектакль, который называется «Веробейка». Это все действие происходит на дне рождения, такой иммерсивный проект. И он строится на книге Змитера Бартосика «Был у пана Веробейка говорушчик», который выдала «Свобода». Это история, когда люди рассказывают о Второй мировой войне, те старики, которые тогда ее проживали. И в этой книге эти эссе и впоследствии в этом спектакле это очень противоречивая история, когда
Были партизаны, злодеи, были немцы добрые, было наоборот. Но это было какие-то весы, которые то в одну, то в другую сторону перевешивали. И там есть момент, когда женщина рассказывает про самый счастливый момент в своей жизни. Она рассказывает, как ее возили на экскурсию, как она ездила на экскурсию на 2 недели в Австрию. И она рассказывает это так умиленно и так трогательно. А потом выясняется, что это было в 1942 году, что возили ее туда немцы на экскурсию, которые впоследствии, это, собственно говоря, и превратили там тоже Беларусь в ад. Да. Но вот эта парадоксальность, она сейчас точно так же появляется. То есть, когда люди, одни прячут других, сегодня я ухватил очень серьезный сюжет, это, надеюсь, что он нам пригодится, когда 15 человек, убегая от ОМОНовцев, дверь открылась, девушка закричала: «Бегите сюда», они забежали, захлопнули дверь стали молотить ОМОНовцы дубинками, но взламывать двери не стали. И эти 15 человек оказались на свадьбе. И сначала они просто не готовы были к тому, чтобы там праздновать со всеми, но в итоге это все равно превратилось в свадьбу, в которой участвовали все эти люди. И вот это то, что дает надежду, потому что во Второй мировой войне мы тоже победили. И в этой третьей для Беларуси мировой войне мы тоже победили. Гэта быў сузаснавальнік кіраўнік беларускага свабоднага тэатру, які сёння атрымаў прэмію імя Магніцкага. Дзякуй вялікі, Мікалай Халезін. Дякую. Віншую яшчэ раз з прэміяй. Дякую. Усяго найлепшага, да пабачэння.